В редакцию новостей «Якутия-24» обратились родители учащихся школы номер 27 города Якутска. По их словам, образовательное учреждение находится рядом с дорогой, на которой элементарно нет даже пешеходного перехода. В проблеме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Уже 1,5 года в этом здании по адресу Жарницкого 7/1А более 180 учеников начальных классов идут в школу на свой страх и риск. Родители учеников обеспокоены не на шутку. Каждый день им приходится провожать своих детей до двери. Боятся, что случиться может что угодно. Машины носятся на скорости, нет знаков, предупреждающих, что здесь рядом находится школа и дети. Очень обеспокоены. Чтобы дойти до школы, родителям и детям приходится пересекать 2 проезжие части. Одна из них улица Жарницкого, где сегодня полным ходом идет ремонт. На участке рядом со школой нет ни одного знака дорожного движения, чтобы безопасно перейти дорогу. В рамках капитального ремонта улицы Жарницкого на 2 участках на пересечении улиц Рыдзинского и Кутузова будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы, которые обозначены будут дорожными знаками со светоотражающими элементами дорожной разметкой. Также рядом со школой, внутри самого квартала, прилегает участок дороги, по которому сегодня из-за ремонта основной улицы в день ездят сотни машин, которые не всегда догадываются уступить дорогу маленьким пешеходам. Как вы видите, на этом участке дороги, проходящей прямо перед школой, нет никаких опознавательных знаков, ни пешеходных переходов, ни лежачих полицейских, не говоря уже о светофоре. Директор школы номер 27 уже 1,5 года пытается решить эту проблему. Обращалась в столичное ГИБДД, а также в городское управление дорог. Сказали, что как раз во 2-м квартале 2019 года будет производиться ремонт дорог, и в этот ремонт внесут наши пожелания. Но в данном случае сейчас вот ведется как раз ремонтные работы ведутся, и надеемся, что все будет установлено по нашим просьбам. Между тем, на перекрестке улиц Рыдзинского-Жарницкого по окончании ремонтных работ вместо светофорного объекта будет нерегулируемый перекресток с пешеходным переходом. Что касается участка дороги, прилегающей к школе внутри квартала, она не является улицей, а всего лишь проездом. Именно поэтому весь груз решения этой проблемы ложится на администрацию школы. Это уже должно идти уже от округов, у которых есть общеобразовательное учреждение внутри кварталов, соответственно, да. Между тем, строительный округ, в чем ведении находится данный объект, таких полномочий не имеет, но может содействовать ходатайствам для решения этой проблемы. Установка только искусственной неровности обойдется в 500 000 рублей. Понятно, что и школа не имеет таких ресурсов. Проблему сегодня может решить управление образования столицы, но в их адрес пока никаких заявлений не поступало. Школа должна заявиться о том, что о существовании проблемы управления дорог. Уже комиссионное управление дорог выезжает, осматривает на месте, что какое техническое решение с соблюдением правил дорожного движения, безопасности движения, вот это все условия должны проговорить. Управление образования уже будет выходить из данной ситуации. Непонятно, сколько времени еще понадобится, пока управление образования, управление дорогами, округ и школа придут к общему консенсусу. В это время детям придется ежедневно рисковать жизнью на пути к знаниям. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск.